Сегодня в 20:40 в эфире нашего канала «Премьера» стартует показ реалити-шоу «Готов к труду и обороне». Это совместный проект Юргана и регионального Минспорта. Две команды из жителей Коми, не имеющих профильного спортивного образования и подготовки, на протяжении 2 месяцев будут бороться за знаки отличия ГТО. 10 смельчаков – это артисты Академического драмтеатра имени Виктора Савина и сотрудники нашего телеканала. Шаг за шагом они должны выполнять нормы комплекса, и все это, начиная с регистрации и тяжелых тренировок, увидят наши телезрители. Константин Куратов тоже среди участников. Уже сегодня на экраны выходит первая серия реалити-шоу «Готов к труду и обороне», где телезрители увидят, как выполняют нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса обычные жители нашей республики, не имеющие никакой специальной спортивной подготовки, но многим довольно известные герои сцены и экрана. Юрган, мы вызываем вас на дуэль! В 8 сериях уместятся все шаги выполнения норм ГТО, от регистрации, прохождения медицинского обследования до выполнения нормативов и получения значков. Каждую команду к успеху ведут профессиональные спортсмены. Команду «Юрган» поддерживает президент Федерации Киокусинкай Коми Валерий Малышев, а участник 18-х Олимпийских игр и мастер спорта международного класса Андрей Нутрихин работает с творческой командой артистов. Первая задача – это, конечно, не навредить, потому что люди, те, которые не занимались активно физической культурой и спортом, и правильно подвести их к выполнению норм ГТО. Вот правильно, для того, чтобы не было никаких травм, никаких болезней, и, в общем-то, чтобы они с удовольствием это все сделали. И самая главная задача – это, конечно, чтобы они продолжали вести здоровый образ жизни в дальнейшем. Нормативы определяются по полу и возрасту. Для каждого, кто хочет их выполнить, определяется ступень с перечнем обязательных тестов, к примеру, бег, метание снаряда, наклоны вперед и несколько испытаний на выбор. А вот команды проекта ГТО соревнуются по специальной 100-очковой системе. Они выполняют абсолютно все тесты, на каждом испытании зарабатывая в общую копилку команды дополнительные баллы. Телезрители увидят и туристический поход, и плавание, и бег на длинные дистанции, и стрельбу, и даже лыжные гонки. Это обычный тренировочный процесс. Мы находимся в тренажерном зале бассейна «Орбита». И у участников проекта ГТО есть прекрасная возможность перед тем, как выполнять нормативы, испытать свои силы. Сейчас, например, участники испытывают свои силы в самом простом, казалось бы, упражнении – наклоны вперед. Но наклониться правильно, не подгибая коленки, и задержаться на максимально низком уровне на 2-3 секунды далеко не для всех оказывается задачей с первого раза выполнимой. Отметим возраст участников от 30 до, внимание, 78 лет. Ведущий актер и режиссер Академического театра драмы имени Виктора Савина, народный артист Коми и заслуженный артист России Виктор Градов. Мужественный пример, утверждающий на стадионе и в тренажерном зале, что возраст спорту не помеха. Отжимания вообще-то у меня от табуреточки или от скамейки, но я попробовал неожиданно, попробовал от пола. И ничего, вместо у меня норма 8, а я отжался от пола 14 раз. Реалити-шоу – наглядный пример для тех, кто хотел бы испытать свои силы и пройти этапы комплекса, но не знал, где и как это сделать. Участники покажут все без прикрас и подсуживаний. Они реально тренируются и реально выполняют. Иногда удачно. Последняя попытка! А бывает и не очень. Но это значит лишь, что надо подтянуться. Поэтому снова готовятся и снова выполняют. По правилам комплекса ГТО всегда есть возможность улучшить свои результаты и получить за каждое испытание высший золотой значок. К этому и стремятся все участники нашего реалити-шоу. Съемки идут великолепно, настроение бодрое. Вообще нравится настрой участников реалити-шоу на победу. Все стремятся и борются за золотой знак ГТО. Съемки реалити-шоу проходят в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ГТО «Одна страна, одна команда». Поэтому региональный Минспорт предоставляет всевозможные спортивные площадки и профессиональных судей комплекса ГТО не только для выполнения норм, но и для подготовки участников. Кстати, весь процесс проходит не только под пристальным вниманием телекамер, активно снимают его и сами участники на смартфоны. Поэтому пользователи соцсетей вот уже месяц отслеживают успехи участников реалити-шоу. Константин Куратов, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».